очень строгое табу. Нельзя было петь эпос Харлова, то есть это нижним стилем, так нельзя было петь. И свистеть нельзя было, свистом нельзя было исполнять, только в среднем стиле. И в хакасском эпосе нет этнонимов. Это очень интересно, потому что у многих народов в эпосе очень много этнонимов. То есть этнонимы — это когда названия народов, национальностей, да, говорят там, будем говорить, там, хакасы, китайцы, там, монголы или русские. Вот, в эпосе хакасском их нет. Это говорит о том, что хакасский эпос очень древний. Там говорится только хаушун, кулюкшун, ильжун и так далее. То есть народ, который жил в общем, как бы сильный народ, как бы крепкий народ там и так далее. Ну, небольшой отрывок я исполню. Ну, минут 5-7, наверное, потерпите, пожалуйста. Улушазда керіліп сүйліп қойылып келедірдір. Зәбір жоқ хайдолы улушазда көп келедірзі. Аттарғызы біл, арамағыштықсынды, ұшад отсын кейдірін. Сағын қарақ тұрғысқан, озағы сағында ақшазы құбасылыс түс барығысқан жадыр. Біріне балы қарақ көр, таппан некі құлаққа біріне іспен. Жөрімзіргі тұрғанында, қайда қанат табызы қалып, көргін езі күлемізген. Хан-дегірінің барының, қар-қанатты қара-көрің аттылау солау сеп келедір. Қанат базының шалын жастап, құрғын көзінің қылын толып шейіліріскін. Ақтон зүрмазарға шайылып, арысыны қыстың шақызы қанчашап. Ұрын-ұрылып, өбін-үрлеп келедір. Әлі зүрмазайын шайылып, арбастың қыстың көлігі қанчашап. Әзіргі ұғаулы аттың толды, солды, сағырсын забыл келедір анды. Ну вот, примерно вот таким образом они исполняли всю ночь. Это было
Спасибо. И вообще, на самом деле, нужно сказать, что эпос это очень древнее искусство. И почему вообще, как бы, вот еще я хочу сказать про мировоззрение, да, вот. Вообще эпос начинается с рождения Земли, да, когда Земля только зарождается, горы начинают там вырастать, реки начинают течь там, и так далее. Примерно оттуда вот начинается, то есть рождение Земли. И появляются люди, и люди там тохсло сунух, то есть вот 9 размахов руки, у них только конь такой вот, конь, 9 размахов руки. То есть примерно это современный конь у них был примерно 16-17 метров. Вот такого размера у них были кони. То есть, ну и они, естественно, они были еще, ну как бы больше такие люди. И что интересно, там эти все кони, аранчула, это как пегасы современные, ну это не современные, а вообще говорят, пегасы, крылатые кони. У них, когда они, эти крылатые кони летят, у них с кончиков крыльев, вот как его, искры летят как бы, да, а из-под крыльев у них идет дым такой. Ну, не знаю, есть разные варианты, но вот так вот описывается. И эти люди, они обычно, вот первые люди на земле, они всегда стараются держаться добра, и любой как бы, богатырь или там, человек, который несет зло, они стараются его успокоить. Ну, в основном, это очень длинная история, обычно идут, всю ночь слушали наши старики, многие сейчас до сих пор помнят эти хайджи там, и так далее. Что нужно сказать, что сами хайджи, конечно же, наверное, они были носителями самой духовной культуры. И как бы внутреннего духа народа там, и так далее. Язык это очень важно. И что интересно, в эпосе присутствует поэтический язык. То есть поэтический язык, есть, например, кавказский бытовой язык, когда разговаривают на улице, да, как друг с другом. Есть литературный язык, да, где более там, правила есть какие-то вот четкие правила. Но есть еще и хакасский поэтический язык. Это язык эпического пения. Он, наверное, намного богаче, чем, будем говорить, там, простой бытовой язык. Там есть очень старые слова. И когда эпос рассказывали, старались всегда говорить, что хайджи, когда заканчивал эпос, он говорил, что я ни слова не прибавил к этому эпосу и ни слова не убавил. То есть это говорит о том, что хайджи или носитель эпоса, он нес устный документ. То есть его нельзя было менять там и так далее. Есть какие-нибудь вопросы у вас, может быть? Алло, да? Насчет выучить, да, это сложно, очень сложно выучить, там, будем говорить, там, 5 или 8 тысяч строк. На самом деле я с 23 лет занимался эпосом, и я учился непосредственно у носителей, да, вот Аргудаев был, в 95-м году я у него учился, потом Лазарь Тумереков, я у них учился. Но они знали не полностью, но кусочками знали, они вот учили. Я разделил весь эпос наполовину. Да, потом эти половинки еще на половинки, и эти половинки еще на половинки. Вообще в эпосе есть так же, как и у художника есть, например, 7 цветов, да? 7 цветов, или у музыканта 7 нот. И также в эпосе есть 7 шаблонов, тоже 7 цветов. И все происходит от умения смешивать эти краски. Вот. То есть смешать нужно так, чтобы был сложный цвет, да, там, но не грязный цвет. То есть это вот искусство очень тонкое. И очень много вариантов происходит. Естественно, и эпос он богаче тем, что не просто шаблонами пользуешься, а смешиваешь эти шаблоны, и получается очень хорошо. Ну, сюжет. Ну, я обычно, честно говоря, вот как-то вот закрываю глаза, и обычно вот как-то вот оно само льется. Вот, если честно говоря, вот так я его рассказываю. Но я, например, Айдол — это один из самых древних эпосов наших, переводится как потомок лунных людей. Почему у нас так считается? Потому что хакасцы считают, что
Они прилетели на Землю, да, со созвездия Ориона. Прилетели сначала на Венеру, потом с Венеры сделали Луну вокруг Земли, а Земля была вся в воде. И на Луну переселились, потом с Луны уже такой был Сартакпай, один из творцов. И вот он смотрит на Землю, а Земля вся в воде. То есть, сама Земля, планета вся в воде, а с самой Земли ничего нету. И он берет отсюда, с левого виска один волосок выдергивает, и с правого виска выдергивает один волосок. Берет и дует в сторону Земли так. Дует, и эти два волоска превращаются в двух уток и летят к Земле. Летят вокруг Земли, нет места, где можно приземлиться. И они садятся на воду и начинают нырять в воду, вытаскивать землю из воды. И строят горы там и так далее. И потом Сартакпай, когда они построили, набрали этой земли, он спускается на землю. Вот этим пальцем, безымянным пальцем, у всех народов он называется безымянный, а у хакасов есть имя его, называется Эликсала. То есть палец, которым кормят, будем говорить, святой палец, святой палец. И вот этими двумя пальцами он левой и правой руки ладошками делает горы, а левой и правой руки делает реки, вот так вот там и так далее. Вот примерно вот так. И вот поэтому айдолы это потом лунных людей. Все, да, наверное, вопросов нет. Уже что-то заговорил, все устали.